на постсоветском пространстве приняла православие и является паствой Русской Православной Церкви. Очевидно, что для миссии Церкви и государства российского нужны такие идеологии и геостратегии, которые учитывают национальный фактор, при этом не противоречат идеологии Москва, Третий Рим и не нарушают добрососедские отношения с исламским миром, ведь значительная часть русского мира представлена мусульманами. Идеология и геостратегия должна быть на основе общей истории народов русского мира, имеющей общих героев, общее государство, общую элиту, общее прошлое, общую память. И такие идеологии и геостратегии есть. Для Церкви это проповедь Христа в соответствии с концепцией миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, в которой изложены основные апостольские принципы православной миссии. Важнейшими из них являются принципы церковной рецепции культур и использование разных языков. Для интеграции в лоне Русской Православной Церкви народов русского мира должны быть использованы минимум две традиции – обычная русская и более восточная татарская. Для государства российского ответ напрашивается сам собой. Государству для успешного решения задачи интеграции на постсоветском пространстве наряду с православным византизмом нужна идеология православного ордынства, концепция Москва, Третий Рим и Москва, Третий Сарай. Не противоречат друг другу, а сочетаются это две части одной концепции Москва, Третий Рим и Сарай Исы Аль-Масиха, то есть дворец Иисуса Христа. Все положительное наследие средневековых татар, включая свободу вероисповедания при особой роли православия,